И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей, в студии Алиса Шамба. И в начале выпуска коротко о главном. Об итогах которых нет. Пресс-конференция в МИД Абхазии после очередного раунда женевских дискуссий. Юбилей телеканала Абаза ТВ исполнилось 10 лет. Шедевры московской сцены в Сухуми. В Русдраме начинаются гастроли театра на Малой Бронной. Грузия вновь сорвала подписание соглашения о неприменении силы. Текст документа, согласованный со всеми сторонами, планировали озвучить на 40-м раунде женевских дискуссий. Однако в последний момент грузинская сторона передумала. И главный документ, ради которого изначально и затевался этот международный диалог, вновь не подписан. О перспективах подписания соглашения и договоренности по другим, не менее важным документам говорили сегодня на пресс-конференции для журналистов в Министерстве иностранных дел Абхазии. Подробности в материале Нисвашева. В этот раз к подписанию соглашения о неприменении силы в отношении Абхазии и Южной Осетии дипломаты были близки как никогда. Документ, в который МИД Абхазии внес необходимые коррективы, согласовали со всеми заинтересованными сторонами. Поправок больше не было. Оставалось лишь текст соглашения озвучить. Но в самый последний момент грузинская сторона отступила. Все участники, и включая сопредседателей женевских дискуссий, делегации Соединенных Штатов Америки, но все как бы приветствовали возможность принятия этого совместного заявления. Ну и скажу так, были немножко в недоумении, когда грузинская сторона все-таки попросила отложить. Ну как бы уже фактически согласованный сторонами текст. О неконструктивных действиях Грузии внешнеполитическое ведомство Абхазии заявляло не раз. Примеров тому великое множество. Взять хотя бы тему беженцев. Грузия использует каждую возможную площадку для обсуждения этого вопроса, в то время как у Абхазии и Южной Осетии есть только одна – Женевская. Такой подход подтверждает, что Грузия не заинтересована и не готова к конструктивному диалогу. Грузинская сторона выносит этот вопрос везде, куда она может достучаться. Мы же ограничены одной площадкой. В связи с этим мы вместе с делегацией Южной Осетии подписали совместное заявление, в котором говорилось о том, что мы впредь не намерены обсуждать эту тематику на женевских дискуссиях до того момента, пока не будут созданы равные условия для сторон для обсуждения этой тематики. С разговорами о том, что женевский формат бесполезен для Абхазии, министр иностранных дел Дауркова не согласен. В Женеве наша республика присутствует как полноправная сторона и имеет возможность напрямую донести свое мнение до дипломатов США, ЕС, ООН и ОБСЕ. Понятно, что хочется быстрых результатов, но практика показывает, переговорный процесс – единственный способ разрешения вопроса. У нас есть прямой доступ и прямая возможность говорить с представителями американской делегации, с представителями Организации Объединенных Наций, Евросоюза, ОБСЕ. Это все те акторы, которые сегодня играют на мировой площадке. И сегодня все зависит от того, как мы будем вести этот процесс, какие вопросы мы будем ставить на Женевской площадке. В рамках женевских дискуссий обсуждение ведется в формате двух групп по вопросам безопасности и гуманитарной проблематики. Впервые в обсуждении второй группы принял участие заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии. Батал Кубахи рассказал журналистам, какие вопросы они обсуждали и с каким результатом разошлись. Все, что строилось на территории Абхазии различными цивилизациями, народами в любое время, начиная от эпохи бронзы и античного времени, это культурное наследие Абхазии. Мы не позволим никому из этой мозаики культурного наследия выделять один или другой объект и говорить, что это, например, грузинская архитектура, или русская, или греческая, и вот они будут им заниматься. Батал Кубахи уверен, что без воли грузинской стороны восстановление всех архивов и письменных раритетов невозможно. Более 90% документов, например, градостроительных, находится в Грузии, и получить их Абхазия может только путем переговоров, говорит Кубахи. И тут важно понимать, какие из них нашей стране необходимы в первую очередь. Нету систематизированной работы по тем материалам, которые все-таки сюда поступают, и необходимо сделать некую дорожную карту, на которой мы могли бы обозначить
долгосрочную цель, что мы хотим от этого направления, и краткосрочные результаты, которые мы имели позавчера, в прошлом году, и в этом году. 40-й раунд женевских дискуссий, по сути, завершился без особых успехов. Подписать главный документ о неприменении силы так и не удалось. Но расстраиваться наши дипломаты не спешат. И уже в октябре намерены продолжить диалог, результатом которого может стать подписанием долгожданного соглашения. Нис Фаршба, Беслан Шхинджерия, Абхазское телевидение. Сегодня телекомпания «Абаза» отмечает юбилей. 10 лет назад, 26 июня 2007 года, впервые в эфире прозвучали аккорды первого в Абхазии независимого телеканала, что стало событием в мультимедийном пространстве страны. Об истории создания сегодняшнем дне и людях, без которых не было бы «Абаза ТВ», в репортаже Сарис Мыр. Даже без вашей поддержки, уважаемые зрители, нам не обойтись. Мои коллеги за кадром, впрочем, как и я, скрестили пальцы на удачу. Время новостей начинает свой отсчет. 26 июня 2007 год. До эфира секунды. Звук проверили, камеры уже работают. Ведущий с волнением садится за рабочее место. А редакторы в последний раз дают советы всей съемочной команде. И, наконец, звучат первые аккорды. И на экране появляется заставка «Абаза ТВ». Это самый ответственный и самый первый эфир телеканала «Абаза ТВ». Прошло 10 лет, изменилось многое. Частично поменялся коллектив. Сейчас на телеканале много молодых. Меняются передачи, их становится больше. Но неизменно одно – стиль работы канала, умение журналистов оперативно донести информацию до зрителя. Эти кадры уже вошли в историю, которую по крупицам создавала профессиональная команда журналистов, операторов, монтажеров. Одним словом, всех тех, без которых невозможно работа телеканала. Сейчас на ТВ трудится 35 человек. Многие из них пришли сюда совсем недавно, но уже успели стать частью большой команды под названием «Абаза». Я работаю 2 года на «Абазе». Случайно сюда попала. Вообще никогда не думала, что моя жизнь будет связана с журналистикой. Но мне так это все полюбилось, мне так это все понравилось, и мне не хочется совсем уходить. «Абаза» — это семья, это не работа. Я хожу сюда, не так, как ходят на работу, с гораздо большим удовольствием. И я люблю это место, потому что нету какой-то рутины. Каждый день что-то новое, интересное. Ты попадаешь в новые организации, знакомишься с новыми людьми. Это бесконечный какой-то процесс, который не надоедает. Через «Абаза ТВ» прошли многие журналисты, которые затем продолжили свою карьеру на других каналах и весьма успешно. В их числе известный российский тележурналист Семен Пегов, ныне сотрудник Life News. Ведущий новостей редактор Рустам Зантария работает на «Абаза ТВ» с первого дня. Пришел сюда еще совсем молодым и без опыта работы, но уйти не смог, признается. Именно здесь он для себя понял, что журналистика – дело всей его жизни. Настолько помогали старшие коллеги, которые пришли в свою очередь с АГТРК, тот костяк, который начинал «Абазу», это были сотрудники абхазского телевидения, альма-матер нашего, я это всегда говорю. И для меня эти люди – учителя, друзья. Их напутствие в моем пути журналиста и ведущего новостей мне очень помогало, потому что я стал ведущим уже в 2007 году. До этого меня готовил Владимир Никонов, Лиана Евжнова. Это было очень интересно, потому что для меня это было все вновь. Я журналистом до того не был. Из 7 корреспондентов, которые сейчас работают на «Абаза ТВ», 6 свой первый репортаж сделали именно здесь. Каждый из них и сегодня отчетливо помнит, насколько это было волнительно и ответственно. Но они справились, как и справляются по сей день. Каждый день новые люди, новые знакомства, а самое главное – это возможность помочь тем, кто в этом нуждается, говорят корреспонденты. Элеонора Гилаян пришла работать на «Абаза ТВ», будучи еще студенткой. Тогда ее поддержал Руслан Хашик. Прошло уже 5 лет. За это время телеканал стал неотъемлемой частью ее жизни, а весь коллектив – семьей. «Абаза ТВ» – это сейчас уже даже не часть жизни. Мне кажется, очень мало так сказать про «Абазу». Это жизнь, сама жизнь, потому что на «Абазе» я работаю с друзьями. «Абаза ТВ» доказала, что работать с друзьями – большое счастье, и это возможно. И все эти друзья были приобретены здесь.
Абаза ТВ – это самый лучший руководитель, который мог встретиться на моем жизненном пути. Абаза ТВ воспитала во мне все то, что сегодня во мне есть. То, как именно ведет себя наш коллектив в сложные для страны моменты, это и есть та дружба и та семейность, о которой я говорю. Потому что, конечно, мы подменяем друг друга, мы переживаем за друг друга, мы монтируем друг за друга. Наш шеф в сложные времена приходит на работу первым и уходит последним. Абаза ТВ – это не только молодое поколение журналистов. В годы становления телеканала здесь работали журналисты с большим опытом, чьи имена известны каждому жителю Абхазии. Владимир Никонов работал на Абаза с первых дней ее создания. Сейчас его дело продолжает дочь Анастасия. Вот уже несколько лет она работает корреспондентом на телеканале. Для семьи Никоновых это и есть преемственность поколений. Марьяна Котова, Илана Казан, Памелия Сатурян. Эти молодые девушки каждый день трудятся, чтобы вечером рассказать зрителю о чем-то важном. За 10 лет существования телеканала Марьяна Котова проработала здесь 9. Сейчас она воспитывает ребенка, но и не забывает о работе. Докопаться до правды и, отделив как зерна от плевел факты от вымысла, а потом все это рассказать интересно и понятно – вот наша работа. Эфир Абазы постоянно пополняется новыми проектами. Ежедневные информационные программы выходят на русском языке. Итоговая программа в воскресенье на абхазском. Сегодня телеканал сотрудничает со многими зарубежными информационными агентствами и телеканалами. Мы сотрудничаем и освещаем события, происходящие в Абхазии в зарубежных средствах массовой информации. Наши постоянные партнеры – это телекомпания ВГТРК, Россия, Вести 24, НТВ, РБК, Питерский канал. Из международных это Рейтер. У нас очень молодой коллектив. Я никогда никому не отказывал, когда люди обращались с желанием устроиться на канале Абаза ТВ. У нас журналисты активно работают в нескольких направлениях. Они корреспонденты, они монтажеры. Даже в такой важный день вся команда Абаза ТВ с утра на своих рабочих местах. Как обычно, получают задания и приступают к работе. Ведь вечером у экранов телевизоров их будут ждать зрители. Поздравил коллектив Абаза ТВ президент Рауль Хаджимба. Глава государства принял Руслана Хашик. По словам Рауля Хаджимба, Абаза ТВ наравне с абхазским государственным телевидением может вправе считаться национальным. Немало сделано. Мы помним прекрасно, как все это начиналось, какие сложные процессы были, и нужно ли такое телевидение, ставился вопрос когда-то. Но сегодня жизнь показала, что телевидение независимое, у которого есть свое собственное видение, у которого есть профессиональные подобранные кадры. Я думаю, что не излишне иметь такое телевидение. Оно дает возможности рядом с абхазским телевидением выдавать свой продукт, который воспринимается нашим населением достаточно позитивно. Также Руслана Хашига, вместе с ними весь коллектив Абаза ТВ поздравил спикер парламента Валерий Кварчия. 10 лет – это не так много, но за это время канал успел полюбиться многим зрителям, поэтому у Абаза ТВ большое будущее. Ну а мы еще раз поздравляем наших коллег и пожелаем им хороших новостей. Царес Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный журналист Республики Абхазия». За многолетнюю и плодотворную работу в сфере абхазской журналистики присвоит почетное звание «Заслуженный журналист Республики Абхазия» Ради Аргун, Аиде Базба, Лиане Эбжну, Роману Лабе, Владимиру Никонову. Сегодня же президент подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» за создание общества с ограниченной ответственностью Абаза ТВ и многолетнюю плодотворную работу присвоит звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» Беслану Бутба, Руслану Хашик, Торнику Амичба, Валерию Кураску, Мизану Ломия.
И к другим темам. 26 июня отмечается Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. В Сухуми прошла пресс-конференция с участием главного нарколога республики Ирмы Ануа и председателя благотворительного фонда «Центр здоровой молодежи Айтайра» Тимура Карди. Подробности в репортаже Ирины Аршба. Международный день борьбы с наркоманией был учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. По оценкам ООН, общемировое число лиц, употребляющих наркотики, в настоящее время составляет не менее 185 миллионов человек. К сожалению, последствия наркозависимости для демографических показателей во всем мире с каждым днем становятся все более угрожающими. Особенно эти показатели актуальны для нашего немногочисленного народа. В Абхазии с каждым годом увеличивается число употребляющих наркотики, а вместе с ними и количество ВИЧ-инфицированных. По словам главного нарколога республиканского наркодиспансера Ирмы Ануа, 90% ВИЧ-инфицированных – это пациенты наркодиспансера. Что касается подростков, то за последний год 32 несовершеннолетних прошли через стационар. Но даже эта статистика совершенно не отражает реальной ситуации. Сколько человек состоит на учете, совершенно не отражает истинной ситуации, какая у нас в стране. Всего состоит на учете у нас в наркодиспансере на конец 2016 года 2440 человек. Из них с наркотической зависимостью 949, остальные с алкогольной. Наркомания, пожалуй, самое страшное явление нашей современности. С каждым днем все больше людей вовлекается в пагубную зависимость. Причины разные. Это генетика, психологические травмы, полученные в детстве, образ жизни семьи и окружающих. Когда растет количество передозировок, когда увеличивается количество подростков и женщин, которые попадают в поле зрения врачей, это говорит о том, что общая ситуация неблагополучна. Это так называемые косвенные показатели роста употребления. Даже пройдя специальный курс лечения, человек не может полностью освободиться от наркотической зависимости. По прошествии многих лет вновь может возникнуть невыносимая тяга вернуться к наркотикам. Здесь важно помочь больному найти силы справиться с соблазном. Именно такую помощь наркозависимым оказывает благотворительный фонд «Центр здоровой молодежи Айтайра», который был открыт в 2013 году. За это время через него прошли 920 человек. Курс длится 1 год, полгода реабилитация и полгода социализация. Находясь здесь, в Абхазии, наш центр, наших пациентов, я имею в виду наших граждан нашей республики, мы тоже также отправляем в различные центры Российской Федерации, с которыми мы сотрудничаем, их большое количество. Для чего? Для того, чтобы наш пациент не жил здесь, в этой агрессивной среде, где он знает, скажем так, всех своих соупотребителей. Все реабилитационные центры, как у нас, так и в России, они не закрытого типа, они все открыты. Это не тюрьма, скажем так, это сообщество. Во всем мире пытаются эффективно бороться с этим злом. Где-то более успешно, где-то не очень. Ирма Ануа считает возможным введение в нашей стране так называемого альтернативного лечения. Этот метод широко используется во многих европейских странах. Когда за небольшие правонарушения, связанные с наркотиками, лишают свободы, то можно человеку предложить как альтернативу. Жертвами наркотиков могут стать практически все, но в большей степени это касается молодых людей, а значит будущего страны. Проблемы эти при всей их серьезности и даже трагичности очень деликатны и требуют осторожного, взвешенного подхода. В то же время некогда медлить с решением вопроса распространения и употребления наркотиков. Только так можно уберечь многих от страшной беды. Ирина Аршба, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Сегодня в Общественной палате Абхазии ректор Нижегородского государственного университета, доктор экономических наук, профессор Анатолий Шамин впервые провел самостоятельный отбор абхазских абитуриентов, поступающих на инженерно-экономический факультет университета. Собеседование прошло на основании тестов, подготовленных самим ректором по математике, физике, русскому языку и обществознанию. После собеседования абитуриентам предстоит сдать еще и экзамен по абхазскому языку в Министерстве образования. Вступительные экзамены они будут сдавать в Нижегородском университете, в котором студенты из Абхазии смогут учиться бесплатно. Почему собеседование проходит именно в Общественной палате, объяснил замсекретаря палаты Даниил Убирия. Сегодня здесь, в Общественной палате,
проходит первое собеседование с абитуриентами, которые поступают в Нижегородский университет, инженерно-экономический университет. Почему в Общественной палате? В этом году так получилось, что Россотрудничество принимали экзамены по лимитам. Были некоторые непонятные в том числе для руководства страны, система проведения аттестации экзаменов, были некоторые нарушения. Поэтому вице-президент Абхазии Виталий Викторович Гапня здесь в Общественной палате провел такую встречу, где обсуждали вопрос, как бы более прозрачно проводить эти аттестации, экзамены. И мы, конечно, как Общественная палата подключились к этому вопросу. Стартовал новый культурный проект Русского драматического театра имени Фазилия Искандера «Шедевры московской сцены». Лето 2017-го Русдрам посвятит знакомству абхазского зрителя с лучшими работами ведущих московских театров. 4 вечера подряд спектакли театра на Малой Бронной и творческого объединения мастерских Сергея Голомазова будут радовать нашу публику. Что это за работы и почему их выбрали для показа в Абхазии, организаторы рассказали сегодня на пресс-конференции. «Волки и овцы» Александра Островского, «Три сестры» Антона Чехова, «Княжна Мария» по произведению Льва Толстого «Война и мир» и спектакль «Особые люди». О каждой работе художественный руководитель говорит с большим трепетом, ведь за спиной у театра 70-летняя история премьеры аншлагов. Он самый посещаемый в Москве. И слава богу, со временем Том доказал, что он имеет право на существование. Он удивительным образом творчески и репертуарно влился в репертуар театра на Малой Бронной. Практически все молодые актеры, которые вот уже, получается, 4, 5, 6, 7 лет назад закончили Государственный институт театрального искусства, стали актерами театра на Малой Бронной, играют в репертуаре театра на Малой Бронной. Почему Абхазии такой репертуар? Сергей Голомазов отвечает просто. Очень любим Абхазию и рады представить здесь свои работы. 4 спектакля были выбраны по принципу качества и экономии. Вести основной репертуар драматического театра и мастерских Голомазова за границу – вопрос нелегкий. Это первый творческий визит театра на Малой Бронной в нашу страну. Худрук Сергей Голомазов очень надеется, что творческий диалог обязательно будет продолжен. Тем более, когда есть люди, так сильно любящие театр. Вы знаете, крайне редко приходится встречать людей, администраторов, директоров, которые искренне любят театр, влюблены в театральное искусство. И я вам хочу сказать, что это такое явление достаточно дефицитное. 2 спектакля из репертуара театра на Малой Бронной. «Волки и овцы» – визитная карточка творческого объединения мастерских Сергея Голомазова. А вот спектакль «Особые люди» не совсем обычен. Это больше похоже на разговор о проблемах особых детей и их родителей. Я очень хорошо знаю и видел очень много спектаклей Сергея Анатольевича. Это всегда высочайший уровень, всегда. Это всегда замечательно. Это действительно вот то, с чем сегодня гордится Москва, как театральный центр, один из крупнейших театральных центров мира. Этот праздник творчества был бы невозможен без поддержки компании «Амобайл». Ираклий Хиндба горячо поблагодарил компанию за поддержку. Я хотел бы поблагодарить нашего официального партнера, компанию «Амобайл», за ту помощь, которую они нам оказали в организации этого проекта фестиваля. И компания «Амобайл» для нас это действительно самый такой важный, близкий друг, который помогает и который делает это бескорыстно и делает это с удовольствием. Это очень важно. И спасибо Министерству культуры и охраны историко-культурного наследия, лично министру Эльвире Арсалия за поддержку этого проекта и других наших начинаний. Труппа театра на Малой Бронной – одна из самых разновозрастных. Объединить на сцене вчерашних выпускников и уже известных артистов не так просто. Для этого нужен репертуар, в котором можно задействовать актеров всех возрастов. И именно они 4 вечера подряд будут делиться с сухумским зрителем своими эмоциями и чувствами, переживаниями и сожалениями, любовью и добром. Нисфа Аршба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. По всей стране в эти дни проходят выпускные вечера. Праздничный концерт для выпускников столичных школ прошел сегодня в Абхазской государственной филармонии.
В начале праздничного вечера выпускники, а также их учителя и родители возложили цветы к мемориалу славы и почтили память павших героев. В этом году по всей республике 1949 юношей и девушек закончили школу. Сдав выпускные экзамены, ребята навсегда прощаются с веселым и беззаботным детством. Теперь их ждет новая взрослая жизнь. В этом году 669 выпускников окончили 15 столичных школ. Из них 20 человек завершили учебу на отлично, а 5 закончили школу на золотую медаль. Расида Микваби – выпускница 10-й средней школы. Она уже является студенткой Московской государственной юридической академии и по окончании учебы планирует работать по профессии. Мы закончили школу. Это очень важный момент в нашей жизни. Эмоции переполняют выпускников. С одной стороны, радость окончания школы, и в то же время грусть в глазах. Быть может, от осознания того, что детство прошло, и пора шагнуть во взрослую жизнь. С одной стороны, конечно, грустно осознавать то, что больше не пойдем в школу. А с другой стороны, мы вступаем во взрослую жизнь, впереди нас ждет поступление. Сам я хочу поступить в российский вуз, факультет градостроительства. Своим друзьям я хочу пожелать здоровья, всего самого наилучшего. Всем тем, кто еще не поступил, чтобы они поступили. Огромное спасибо хочу сказать учителям 5-й средней школы за их труд. В Государственной филармонии для столичных выпускников Управление образования Сухума организовало праздничный концерт. На мероприятии выпускникам, окончившим школу на отлично, были вручены грамоты и цветы, а 5 медалистам – денежное поощрение от Ассоциации предпринимателей Абхазии. Выпускники же, в свою очередь, поблагодарили организаторов праздника и своих учителей за их терпение и долгий труд и пообещали, что постараются оправдать все надежды, которые на них возлагают. Взрослые, в свою очередь, выражали надежду, что у сегодняшних выпускников все получится, и они станут примерными гражданами своей страны. Я желаю им всего самого наилучшего, чтобы добили всего того, чего бы они желали в душе, чтобы они вернулись в свой родной город и стали бы помощниками старших и свои новые идеи претворяли бы в жизнь. А в среду, 28 июля, для всех выпускников страны в столице на набережной Махаджиров будет организован республиканский бал. Алика Трапшлеона Адлиба, Абхазское телевидение. На День города Сухум гостей и жителей столицы ожидают праздничные мероприятия. День города отмечается ежегодно в первую субботу июля. А в этом году датой празднования станет 1 июля. Праздничные мероприятия пройдут на нескольких городских площадках. Это и спортивные мероприятия Конифа-2016, выставка продажи работ молодых художников, Сухум глазами молодежи, лазерное шоу, выступления артистов абхазской эстрады и другие мероприятия. И к другим темам. Сейчас о погоде. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.